Всем привет, это Лоерсофт, неожиданно с вами на связь вышел Иван, как техлид этого проекта, как меня зовут, Сережа Лянти, научный сотрудник. И сегодня я вам расскажу, что такое промпт, почему это важно и почему адвокатский нанесет бред, когда вы задаете глупые вопросы. Правда, и на глупый вопрос вам не по-глупому ответит любой человек. Так вот, у Адвочатского есть такая штука, как правильность вопроса и составление вопроса. Допустим, возьмемся вверх по чапу. Вот. Правильный промпт. Составь пример договора купли-продажи автомобиля. При составлении используй вымышленные данные ФИО, продавца и покупателя. Ясный, понятный запрос и ясный, понятный ответ. Если вы составите какой-нибудь запрос, составь пример договора купли-продажи автомобиля, не надо срочно. Он вам ответит: уточните, пожалуйста, данные, какие вам нужны в договоре купли-продажи. Потому что нейронки главная цель составить договор купли-продажи, а не понять, что вам надо срочно продать машину. Ему не интересно. Ему важно вам ответить на ваш юридический вопрос. Он не философ, он не будет философствовать. Это не юрист обычный, это не человек. Он не умеет болтать с вами. Допустим, мы отключили ему вообще функцию болтушки. Если вы теперь начнете идти в другую тему, не по теме юридической консультации, он просто скажет: извините, я эту тему не знаю и не буду продолжать диалог. Все. А если будете по юридическую тему, он будет продолжать диалог. Поэтому очень важно составлять правильный вопрос и пригодится это в жизни, и не только в интернете, но и в жизни, когда вы приходите к настоящему юристу, у вас какая-то проблема, если вы к нему приходите с четким, понятным запросом, он четко, понятно дает вам консультацию, и вы меньше тратите денег, потому что вы не тратите его время, тем самым вы экономите деньги, потому что вы не платите за каждый его час лишний, в котором он бы объяснял и выяснял, чего вы бы хотели вы. Поэтому, как и в жизни, вам очень важно понять, что вы хотите, а потом уже обращаться к Адвочатскому. Потому что сейчас Адвочатский бесплатный, и можно ему писать сколько угодно, он не возьмет с вас денег, он очень терпеливый, он никогда на вас не орет. Но в будущем Адвочатский станет платным, потому что это логический исход, потому что токены платные, это все нам не бесплатно дается, и время на разработку Адвочатского тоже не бесплатно, поэтому в будущем появится подписковая версия, а останется бесплатная версия в Telegram и Discord, но появится веб-версия, где будет платная подписка, поэтому стоит учесть это и при составлении запроса продумать сначала запрос, что вы именно хотите, какую консультацию вы хотите от него получить, а потом уже писать вопрос. Как говорится, используйте инструмент с умом и не тратьте время зря, потому что инструмент тоже разрабатывали, чтобы вам помочь. Вот, поэтому учите Prompt Engineering, по ссылке в описании будет книжка, переведенная с английского на русский, там 70 страничка на OpenAI, Google и топовых брендов по Prompt Engineering, там она довольно сложная и довольно интересная, поэтому если вам интересно стать немножко техногиком, стать немножко таким продвинутым, почитайте ее, благо чем я занимался всю ночь. На этом у меня все, с вами был Иван, антинаучный сотрудник, всем пока-пока.